Здравствуйте! Тема нашего разговора, нашей лекции сегодня – поэтические особенности стихотворений Владимира Васильевича Тимина о родном языке. Владимир Васильевич Тимин – народный писатель Республики Коми, член Союза писателей России, общественный деятель. Годы его жизни 1937-2015. Всего на сегодняшний день издано более 15 сборников стихов и прозы Владимира Тимина. Коми-поэт и писатель известен своей социально активной жизненной позицией, кроме поэтического творчества, которая отражена и в творчестве его. Поэтическое творчество Тимина охватывает более 50 лет развития коми-литературы. Образы родной земли, родного языка, коми-народа стержневые в поэтическом творчестве Владимира Васильевича. Среди его произведений о родном языке привлекают внимание 3 стихотворения. «Чужан-кыв» – родной язык, «Кывны-мен чернитый ганола» – язык наш живет в разговоре, и «Вылый мелый дострыг жид мамы» – была ласковая и строга моя бабушка. Они близки тематикой, отношением к родному языку как к важнейшей, жизненно необходимой основе существования народа, развития самосознания личности. В то же время они во многом и различны тональностью, образностью, художественными средствами. Эти различия не противоречат, а дополняют друг друга. И написанные в разные годы, они отражают движение души лирического героя в отношении к родному языку. Итак, стихотворение «Чужан-кыв» – родной язык звучит как гимн коми-языку, в котором центральный образ – птица с золотыми крыльями. Я в данном случае обращаюсь к сборнику «Туйын да Гортын» «В дороге и дома», изданного в 1971 году. Зачитаю на коми-языке. Зарни бордяса, метща мыла, чужанкыл минамолом давыт. Позже чернитны любой кылан, сымын ыддортны ащым, огмад. Войвыв эрд яслан, повтым лебач, щетис вынсылы, коми му. Но асыстым лун щетис, держа, сылы матушка эжва ю. Сиятыянлан, пыльяс, пычьяс, сиятыянлан, ныв дазон. Мывпыд аскывьян, кыкпав стычма. Мортыд аскывьян, кыкпав йон. Я сегодня буду читать и рассматривать 3 стихотворения. Они все переведены замечательным поэтом и переводчиком Александром Васильевичем Суворовым, но в данном случае переводы буду приводить подстрочные, свои и сделанные Владимиром Тиминым. Поскольку мы разговариваем о языке, о слове, об образах, о художественных средствах оригинала. Златокрылая, звонкая радость, родной язык, моя жизнь и сон. Можно разговаривать на любом языке, только от своего языка отчуждаться не буду. С северных просторов вольная птица дала силу языку, коми-земля, ну а чистоту дала, конечно же, ему вычегда матушка-река. Он ваш, наши дедушки, бабушки, он ваш, девушки и парни. Мысль на своем языке вдвое точнее, человек с родным языком вдвое сильнее. Это подстрочный перевод автора
Владимира Тимина. Данные на сайте Финно-Угорского культурного центра Российской Федерации. Итак, в стихотворении явственна связь с гербом Республики Коми в его мифопоэтической образности. Кульминация произведения – это полет ввысь бесстрашной птицы языка, обладающей могуществом Коми земли и чистотой реки Эжвы, ее сердцевиной, обладающей материнским началом, матушкой Эжвою. Развитие лирического сюжета таково. Первая строфа выражает отношение лирического героя к родному языку и заключается вот в данной фразе «Минам олам давет» – «Моя жизнь и сон». Вторая строфа – ода родному языку. И третья строфа – обращенность к старшему и младшему поколению народа Коми и афористическое завершение. Мывпыд аскавьян кыкпов сточма, мортыд аскавьян кыкпов йон. Мысль на своем языке вдвое точнее. Человек с родным языком вдвое сильнее. Итак, родной язык обладает качествами в превосходной степени. Златокрылый, с самым красивым голосом, бесстрашный, сильнейший, чистейший. Он знает не только жизненные проблемы человека, но и его скрытые желания и мечты, которые являются во сне. Следующее стихотворение «Кывнумен щорнит иганола» словно продолжение третьей строфы предыдущего стихотворения и по теме, и тональности. Кывнумен щорнит иганола. Кодыр гижан комен и лыттян, язваджин и гортын, съескола щелым щанить пуктыны век пыдди. Сие yiджистыя чужан мущань. Кыны ащыд немті олан ытчыд. Текі бүття коми мортан шущан. Кола медым тая теун тытчис. И вот перевод. Язык наш в разговоре живет, когда пишешь по коми и читаешь. Перед людьми и дома его надо от сердца уважать всегда. Он вошел в тебя от родной земли, где свой век живешь однажды. Если ты коми человеком зовешься, надо, чтобы это в тебе было видно. Святой коми земли, дочери сыновья, язык наш, как солнца блеск красив. Будем держаться за свой язык. Ведь он нас самих всего сильней хранит. Вежа коми мунаблам нывбиян. Повторим. Кывным миян шонды джирткодь меча. Кутчишамай асквия, отсия, ашнымасна, метшайона видя. Это доверительный монолог лирического героя с понимающим его слушателем об уважительном отношении к родному языку в повседневной жизни, в речи коми, о связи языка с родной землей, о родном языке как связующей нити человека с его родиной. В завершающей третьей строфе лирический герой вновь обращается к детям земли коми, подобно эпическому сказителю. Его речь также характеризует высокий стиль, выраженный эпитетами и сравнениями, передающими священность коми земли. Вежа комиму, святая коми земля, принадлежность родного языка к обожествляемому древними людьми светилу,
шонды джирт кодьмича, как блеск солнца красив. Несущего роль покровителя и защитника, Медща Йона Виджа всего сильнее бережет, всего сильнее хранит. Стихотворение Владимира Тимина состоит из 3 строф, характерной чертой которых является стиховой перенос, заключающийся в несовпадении метрического и синтаксического членения стиха. Как писал Жирмунский, перенос является художественно рассчитанным диссонансом, нарушающим читательские ожидания, передающим эмоционально насыщенную речь и являющимся своеобразным актом поэтической свободы, проявлением стремления к более индивидуальным, несвязанным композиционно формам. И разрыв стиха, но что мы понимаем в данном случае под переносом, там стих заканчивается, а мысль не заканчивается, мысль продолжается в следующем стихе, в следующем и в следующем. Стихи короткие, в данном случае, в данном стихотворении Владимира Тимина, некоторые состоят из 2 слов, некоторые из 1 слова, и строфа образуют почти одно предложение. Разрыв стиха образует строчки различной длины. Речь становится более прерывистой, тяготеющей к разговорности. Стихотворение насыщено традиционными для коми-поэзии художественными средствами, метафорой, эпитетом, сравнением. Они маркируют значение святости коми-земли, вежа, святая, святости родного языка, сакральности родного языка, шонды джирт кодьмича, как солнце блеск красив. Оба рассмотренных нами произведения широко известны коми-читателю. Их строки стали афоризмами, используются в качестве цитат в сочинениях, названиях книг, мероприятий. Но есть и 3 стихотворение, не столь известное, но, по нашему мнению, подкупающие и необычностью для коми-лирики сюжетом и тихой тональностью. Читаем. Вылымелый да стрыг джид мамой, енда молитва пуктылы спыдди, кевмам яс, мыта тырмалы щамай, мева жрочкывьен сыборща лыдди. Октад, кевмамай йона атуис, коминогишка буржика кужи. Кевмащ коминок, ыджидмам шуис. Кывна мянад, ечаньжа чужис. Сам автор сделал такой подстрочник. Была ласкова и строга бабушка. Бога и молитву почитала. Мольбу, сколько хватало умения, я на старорусском языке вслед за ней читал. Не знаю, мольба моя сильно ли подходила, на коми я бы лучше сумел. Молись по коми, бабушка сказала. Язык наш ведь тоже от Бога произошел. Подстрочный перевод самого автора Владимира Тимина. При подготовке учебного пособия художественного Гижа Двуджедом, перевод художественного произведения в 2012 году, в ответ на нашу просьбу написать, как у поэта происходит переводческий процесс, нами было получено именно это стихотворение с небольшим комментарием, подстрочником и переводом на русский язык, выполненным Александром Суворовым. Значит, стихотворение «Вылый мелый да строго джид мамой» и его перевод ласково и строго у иконы дороги поэту, хотя в прижизненные сборники стихов данное произведение на коми-языке не включено. Итак, произведение о признании родного языка как данного Богом, о робком желании лирического героя, ребенка, обратиться к Богу прямо,
без посредников на родном языке. В нем утверждается высокий статус коми-языка не в официальной сфере, как стало привычным думать нам и утверждать, а наоборот, в самой интимной, доверительной сфере, связанной с таинством. Такая мысль перекликается с мыслью основоположника коми-литературы Ивана Алексеевича Куратова, выраженной в стихотворении «Коми-кыв» – «Коми-язык». «Вуна да сиен мыжес, кодыр сиен кора». «Забудет Бог мой грех, когда на нем попрошу». Если предположить, что стихотворение Тимина – автобиографическое произведение, то время происходящее военное или послевоенное. Мы имеем в виду Великую Отечественную войну. И, скорее всего, бабушка и внук молятся Богу дома. Интересно, что подобная история произошла, по словам пастора коми-церкви Данила Васильевича Попова, в жизни его отца, благовестника Евангелия, основателя коми-христианской церкви евангельской веры, автора первого перевода полной Библии на коми-язык Василия Ивановича Попова, более известного у коми как Висер-Вась. Владимир Васильевич Тимин и Висер-Вась много общались, тесно сотрудничали. Об этом написано и в воспоминаниях коми-поэта в журнале «Вою в Коджув». За 2014 год можно об этом прочитать. Возможно, данное стихотворение создано по мотивам рассказа этого уважаемого поэтом-собеседника. По частотности ключевые слова в тексте распределены таким образом. Кевмам – молитва, повторяется 3 раза. Йен – Бог – 2 раза. Коми-ног по коми – 2 раза. В круг ключевых слов входят также ыджидмам, дословно большая, старшая мама, бабушка по материнской линии. Молитва, важроч древнерусский, кыв язык. В лексический ореол образа бабушки входят эпитеты милый, ласково, стрыг, строга, а также йен, Бог и молитва, с помощью которых лаконично, даже можно сказать объективно, без эмоций раскрывается характер бабушки, большой старшей мамы. В художественном и мифопоэтическом плане определение ыджид большой становится эпитетом с сакральным значением. Так, Великий пост по коми звучит ыджидвич, большой пост. Пасха – ыджид-лун, большой день. В этом ряду ыджид-мам входит в ближний круг образа Бога, являясь связующим звеном между лирическим героем и Богом, заменяющим в данном случае священника или, можно сказать, духовника. В рассмотренных стихотворениях Владимира Васильевича Тимина о родном языке отражены любовь и уважение к нему, к коми-краю, к коми-народу, обладающие наивысшими качествами в образах златокрылой птицы, святой земли коми, данного Богом языка. Поэтический стиль характеризуется сочетанием афористичности и образной насыщенности, художественной выразительности и разговорной речи лирического героя. По отношению к читателю произведение тяготеет к гармоническому сплаву доверительности и назидательности. Как нам видится, рассмотренные стихотворения выстраиваются в единую систему, в один текст, который завершается приемом ретроспекции, обращенностью в прошлое, в детство. Происходит своеобразная смена ролей
персонажей. В первых двух стихотворениях лирический герой – это мудрый и авторитетный наставник. В третьем, последнем, мальчик, стоящий перед иконой, постигающий божественное происхождение родного языка. Роль наставника принадлежит бабушке. Таким образом, мы будто перемещаемся к начальному событию – предтече, в котором раскрываются архетипы мудрой старухи, обладающей тайным знанием о божественном происхождении коми-языка и передающей его внуку, воплощающего собой архетип божественного ребенка. Благодаря этому фрагменту бытия героя в период детства читатель проникает в связь времен. С помощью ретроспекции раскрывается глубина откровения, которая стала движущей силой в течение всей жизни лирического героя, ставшего в дальнейшем проводником полученной содержательной концептуальной информации, священного знания о родном языке. Нам словно приоткрывается завеса, каким образом у лирического героя выработалось отношение к родному языку как первооснове народной жизни. Сформировался образный мир, в котором коми-язык отождествляется с явлениями высшего порядка. Причастность к сакральным знаниям, полученным в детстве, взрастила поэта, в образе которого явственны архетипические черты мудрого старца, умелого транслятора, необходимого знания о родном языке растущему поколению. Спасибо за внимание.